В конце прошлого года для жителей улицы Перкуню 9 было организовано общее собрание. Эта улица находится на окраине города, недалеко от пансионата «Селга». Здесь стоят несколько домов с небольшими садовыми участками. 2 квартиры приватизированы, а у третьей нет ни туалета, ни душа. Labdien! По дому управлению у меня все в бумагах есть, что у меня туалет здесь, а его нету. Где он есть? Понимаете? Жители уже привыкли брать воду из колодца, а затем подогревать в бойлере. Все, что надо, у меня есть, ванна и все остальное. Нет воды. Не знаю, насколько дорого это все будет. У дома есть накопление. Будем платить только за воду. Сейчас берем ее из колодца. Kur sausās toaletes ir diezgan, neteikts, ka baigi daudz, bet vecās mājas mums ir. Есть такие старые дома, где все еще имеются сухие туалеты. Постепенно мы стараемся их переоборудовать, конечно, если позволяют средства дома. Дом на улице Перкуню накопил деньги на проведение водопровода в этом году. Мы договорились с Удекой, что они доведут водопровод до границ дома, а мы дальше до квартир. Ūdekli līdz mājas robežai aizvilkas ūdensvadu un tālāk no robežas līdz dzīvokļiem jau māja pa savām naudām. Также есть трудности в обслуживании дома на улице Санаториас. Срок эксплуатации этого здания 50 лет, и он уже закончился. Предприятие Венспилское недвижимое имущество решило его снести и поселить жителей в благоустроенных квартирах. Jā, mums 2 mājas tika nojauktas pagājušajā gadā. В прошлом году были снесены 2 дома, так как было невыгодно их реставрировать. В этом году мы закажем экспертизу, по результатам которой будет видно, рентабельно его ремонтировать. Если нет, то, скорее всего, дом на санатории с 18 будет снесен. Благоустройство домов зависит от накопленных резервных средств. К сожалению, сейчас в Латвии уже закончилась программа по утеплению домов. Остается ждать, когда наступит следующая очередь с проектом. Анита Рыжик, Гонда Порнеце, Инс Жозинч, Марцис Путнек, Курзамское телевидение.